Состоялась 31-я очередная сессия Якутской городской думы. Внесены изменения в устав Якутска, положение о бюджетном процессе, правила землепользования и застройки. Вел сессию председатель Якутской городской думы Альберт Семенов. Сегодня у нас состоялась 31-я очередная сессия Якутской городской думы. И впервые на нашей сессии присутствовал глава республики. Такого у нас никогда не было. Арсений Сергеевич сегодня, как я сказал, присутствовал на сессии Якутской городской думы и в присутствии депутатов Якутской городской думы, депутатов Государственного собрания Ильтумен, членов Междепутатской ассоциации «Столица» подписал указ о развитии города Якутска до 2032 года. На самом деле сегодня для нас очень исторический день. Мы очень рады, что в преддверии Дня города подписан такой указ о развитии нашего города, нашей столицы. Как мы знаем, на территории города Якутска проживают треть населения всей республики. И, конечно же, город Якутск у нас является политическим, культурным, образовательным центром республики. История этого документа берет начало с конца прошлого года, когда в своем послании Арсений Сергеевич обозначил и поставил задачу о развитии города Якутска, о том, чтобы город Якутск у нас стал действительно лучшим городом на вечной мерзлоте, лучшим городом Арктики и эталонным городом всего севера нашей страны и всего мира. Для этого мы, конечно же, приложим все усилия для того, чтобы воплотить в жизнь пункты указа, где говорится о том, что нам необходимо строить комфортный город для проживания жителей, строить социальные объекты, школы, детские сады, культурные центры, строительство дорог. Ну и, конечно же, мы очень надеемся, что город Якутск, и верим в это, что город Якутск свое 400-летие встретит действительно эталонным городом севера нашей страны. Глава Якутии в присутствии депутатов подписал важнейший для города стратегический указ о развитии города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия, на период до 2032 года. Он выводит развитие северного мегаполиса на новые рубежи. К своему 400-летию в 2032 году Якутск должен стать в один ряд с лучшими городами страны по качеству жизни и человеческому капиталу, лучшим городом в мире на вечной мерзлоте. При этом главным станет комфорт и безопасность граждан. Последующие пространственные изменения: из пригородов исчезнут заброшенные склады и прочие постройки, которые сейчас не красят город и портят экологию. Они должны стать частью городской застройки. За 10 лет полностью будут снесены ветхие и аварийные дома. Будет застроена южная часть города в районе ДСК и воинской части. Мост в районе Табаги повлечет реконструкцию дорожной сети. Появятся пешеходные зоны, зоны для активного отдыха. Будет решена извечная проблема – городская пыль. Воздух станет чище, в том числе после перевода автомобилей на газомоторное топливо, появления электромобилей. В указе говорится об изменениях в здравоохранении, в частности, 100% диспансеризации. Поскольку город не может стать промышленным центром, много внимания будет уделено IT-индустрии, развитию индустрии гостеприимства. Реконструированный аэропорт будет принимать в 2 раза больше пассажиров. Через десятилетие город должен предстать в новом качестве. Надо менять основные подходы, избавляться от настроения временщиков, стать хозяевами в своем городе. С ответной речью выступили глава Якутска Евгений Григорьев и председатель Якутской городской думы Альберт Семенов. Евгений Григорьев сказал, что сегодня знаковый день. Принят указ, по которому делается лучший город на вечной мерзлоте. Мы готовы работать в команде республики, чтобы город стал эталоном развития, подчеркнул глава Якутска. Депутаты рассмотрели все 17 вопросов сессии, заострив внимание на вопросе о правилах землепользования и застройки городского округа город Якутск.
В частности, речь идет о нераспространении требования минимального отступа от границы земельного участка до фасада здания в следующих случаях. Не распространяются параметры минимального отступа от границ земельного участка до фасада здания на 3 метра, минимального отступа от квартальной красной линии до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра. Также внесены изменения о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в частности, совершенствование порядка установления и использования при аэродромной территории и санитарно-защитной зоны. Затронут вопрос о 7-й шумовой подзоне аэропорта и зонами подтопления. По 7-й шумовой подзоне предусмотрены послабления, которые ожидаются в методических указаниях Роспотребнадзора. По подтопляемым зонам будет заново сделана топосъемка и пересмотрены границы зоны. Аян Васильев отметил, что аэропорт Якутска находится внутри города и рано или поздно встанет вопрос о его переносе и предложил приступить к этой работе. Депутат Владислав Теппер предложил в связи с принятием указа о социально-экономическом развитии Якутска создать в городе рабочий орган по благоустройству с привлечением депутатов Гордумы. Рассмотрены наградные вопросы. Вопрос о присвоении классного чина, об установке мемориальной доски Бондареву Эдуарду Антоновичу, доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки России и Якутии, об установке памятника братьям Семену и Сафрону Даниловым. Памятник братьям Даниловым будет установлен рядом с домом по проспекту Ленина, 36. Звание «Почетный гражданин Якутска» присвоено первому заместителю гендиректора АО «Якутдорстрой» Петру Георгиевичу Сергееву и судье Верховного суда Республики Саха Афанасию Васильевичу Никодимову. В день образования столицы Якутии депутаты Якутской городской думы приняли участие в праздничных торжествах, возложении цветов к памятникам первопроходцев и видным историческим личностям в истории города Якутска. Открывали новые теплые автобусные остановки, скверы и новые дворовые территории. Особым событием стало открытие музея города Якутска. Глава столицы Евгений Григорьев поздравил горожан со знаменательным событием и вручил сертификат на 100 тысяч рублей на нужды музея. И отрадно, что мы сегодня открываем музей истории. На самом деле это очень важное событие. Мы, как любой уважающийся город, должны иметь музей, а он должен расти. Сегодня мы будем располагаться в этом здании, дополнительно обрастая фондом, увеличивая количество значимых открытий, которые были связаны с историей города Якутска. Мы будем продолжать это начинание. На очередное заседании Якутской городской думы главой республики Айсеем Сергеевичем Николаевым был подписан указ о социально-экономическом развитии города Якутска, нацеленный на его 400-летие к 2032 году. Мы подготовили ручку, которую подписывал Айсеем Сергеевич, и сам текст указа, который был подписан, как один из экспонатов музея, потому что через 10 лет этот указ войдет в историю как один из ключевых документов, который дал огромный импульс в развитии города Якутска. Музей города Якутска открылся в центре столицы. Он находится недалеко от музея видному деятелю Якутии Максиму Кировичу Амосову. Мы очень рады, что наш музей располагается в центре города и в таком историческом месте в районе старого города. Хотим выразить слова благодарности окружной администрации города Якутска, управлению культуры и духовного развития. И сегодня мы, конечно, очень готовились, очень волнуемся и всех приглашаем в наш музей. Музей дал старт акции «В дар музею» и приняты первые экспонаты – дверцы от печей исторических домов XVIII века города Якутска. Подписано соглашение с Музеем истории народов Якутии имени Емельяна Ярославского. Идея вообще создания города Якутска, она витала уже давно. Еще Илья Филиппович говорил об этом музее, потом Юрий Вадимович Заболев, потому что я бывала на этих совещаниях, и я слышала. Но конкретно впервые вот она так, наверное, приобрела такое осязаемое, что ли, вот, ну, как решение, может быть, да, когда
Арсений Сергеевич в 2015 году дал нам задание, мне и Антонете Николаевне Корякиной, чтобы мы конкретно продумали концепцию музея. С одной стороны, казалось бы, это так легко, да, найти помещение и где-то, скажем, какие-то принести вещи, открыть музей, все, музей есть. Но мы над этим, вот, наверное, действительно, у нас года 2 ушло только на то, чтобы продумать вообще, в чем суть музея должна быть, да, какая концепция. Мы бывали в музеях исторических других городов, смотрели, как они устроены, эти музеи. В 2017 году, когда уже вышло распоряжение, это был год юбилейный для города Якутска, вышло распоряжение о создании музея, и первым директором назначена была Строгова Екатерина Алексеевна, но он такой был еще музей, наверное, виртуальный, то есть его не было конкретно, не было здания этого музея. Но Екатерина Алексеевна, она как вот археолог, историк, она привлекла очень интересных людей. Конечно, Пантелеймон Пантелеймонович потрудился очень серьезно. Первые, например, какие-то находки археологические, она просто хранила у себя дома и рассказывала о том, что у нее вся комната – это вот будущий музей города Якутска. И поэтому приходилось проводить выставки, выездные, были выставки в администрации города. Но действительно, вот мы очень ждали этого музея, потому что понимаем, что город Якутск – это же действительно вот самый древний город на территории северо-востока нашей страны, Дальнего Востока. В 17 веке именно из Якутска уходили экспедиции, которые открывали другие города, поселки, открывали Аляску. То есть город настолько интересен вот историческими такими событиями, поэтому очень нужно было, чтобы он не просто был, вот этот музей истории города, частью какого-то музея, а действительно имел вот свою самостоятельность. Музей – это же вот хранитель нашей истории. Мы не можем развиваться дальше, мы не можем думать о будущем, забыв о прошлом. Только человек, который помнит свое прошлое, знает прошлое и уважительно к нему относится, он может действительно развиваться и думать о будущем. Поэтому любой музей – это здорово. Но вот музей создания истории города Якутска, почти 400-летней истории, конечно, это замечательно. Для первых посетителей музея состоялась экскурсия по экспозициям музея сотрудникам Екатерины Строговой, преданному человеку истории города Якутска.